19:00. Ага. Все, сейчас. Коллеги, я вас пока на минуту отключаю, оставляю только себя, а вас сейчас буду включать. Просто на экране вы не видны будете. Ага. Угу. Уважаемые наши интернет-слушатели, здравствуйте. Меня зовут Мамбетакунов Уланбек. Я являюсь вице-президентом Кыргызской академии образования. И сегодня я буду модерировать данное мероприятие. Разрешите вас приветствовать на вебинаре дружбы между Кыргызстаном и Российской Федерацией в честь празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 41-45 годов. Общая тема вебинара – Великая Победа. Извиняюсь, тут... Сейчас. Ага. Общая тема вебинара – Великая Победа, общий боевой и трудовой подвиг народа. Я извиняюсь, технически. Ага. Хотелось бы отметить, что Великая Отечественная война 41-45 годов – это пример единения братских народов против общей угрозы и проявления самых лучших человеческих и патриотических чувств граждан великой страны – Союза Советских Социалистических Республик. Очень важно среди интеграционных процессов между государствами не потерять смысл этой победы, сохранить общее духовное и историческое богатство, помнить общее прошлое наших народов ради будущего. Вебинар организуется Кыргызской академией образования при Министерстве образования и науки Кыргызской Республики, при поддержке Клуба региональных экспертов Кыргызстана «Пекир», Уральской ассоциации «Центр этноконфессиональных исследований, профилактики экстремизма и противодействия идеологии терроризма «Россия», Общественного фонда «Единство» Кыргызстан и Центра поддержки средств массовой информации Кыргызстан. Среди слушателей вебинара у нас учителя и учащиеся общеобразовательных школ, преподаватели вузов и студенты учебных заведений. И те, кто неравнодушен нашему общему прошлому. А сейчас разрешите передать слово заместителю для приветственной речи заместителя министра образования и науки Кыргызской Республики Омурову Нурлану Кубатовичу. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте, уважаемые... Нурлан Кубатович, вам слово. Здравствуйте. Позвольте приветствовать вас, уважаемые участники сегодняшнего вебинара от имени Министерства образования и науки. Однозначно уже данная дата, именно 75-летие победы в Великой Отечественной войне, это очень значимая дата в масштабах, можно сказать, планеты. И вот в этой связи позвольте пожелать вам всем удачи. И хотелось бы отметить, что по итогам, по результатам сегодняшнего... Нурлан Кубатович, вас плохо слышно. И позвольте Нурлан пожелать Кубатович, удачи. вас плохо слышно. Слышно, да? Уважаемые участники, позвольте пожелать удачи, продуктивной работы. И данное мероприятие является очень значимой и очень актуальной. Я надеюсь, что там в рамках данного вебинара будет очень такая плодотворная, эффективная обмен мнениями. И по результатам, я думаю, что надеюсь, что данный вебинар уже достигнет своей намеченной задачи и цели. Позвольте вам еще раз от имени Министерства образования пожелать удачи, плодотворной работы всем вам, участникам данного вебинара. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое. А теперь разрешите представить слово для приветственной речи Павленко Сергею Александровичу, президенту Уральской ассоциации «Центр этноконфессиональных исследований, профилактики экстремизма и противодействия идеологии терроризма», члену Общественной палаты Свердловской области. Пожалуйста, Сергей Александрович, вам слово. Да, добрый вечер, уважаемые коллеги. Слышно меня?
Уважаемые коллеги, меня слышно? Да, слышно. Да. Слышно хорошо. А то у нас сейчас просто вот так дистанционно, не совсем бывает, все сразу получается, но мы учимся. Уважаемые коллеги, разрешите поприветствовать вас и вспомнить, окунуться в историческое прошлое народов, которые защищали нашу Родину, совместно защищали. Это Великая Отечественная война. Извините, вас не видно. Вас не видно? Хорошо, Да, можно я буду говорить, потому что у меня тут что-то отключилось просто. Хорошо, спасибо. Хорошо, да. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, Великая Отечественная война, она явила миру изумительные образцы мужества и стойкости, то есть примеры единения братских народов против общей угрозы и проявления самых лучших человеческих и патриотических чувств граждан великой страны СССР. Начиная войну против Советского Союза, немецко-фашистские захватчики не рассчитывали на обострение межнациональных противоречий внутри нашей страны, что многонациональное советское государство при первых же ударах вермахта распадется и перестанет существовать. Но, однако, этого не произошло. С первых дней войны беспримерный героизм солдат и командиров различных национальностей, подчеркиваю, народностей Советского Союза, в серьезной степени сорвали планы немецкого наступления и затормозили продвижение вражеских войск. Проходившие армейскую службу кыргызстанцы, как и другие воины Красной Армии, вступили в бой с фашистскими захватчиками. Они одними из первых приняли на себя мощнейший удар врага. Это вот на примере пограничников Брестской крепости, которые более 1 месяца воины малочисленного гарнизона удерживали крепость. Среди них находился и киргизстанец Владимир Фурцев. Одной из первых отправилась на фронт 316-я стрелковая дивизия, сформированная в Киргизстане по решению правительства Киргизстана. Дивизия состояла из уроженцев республик Киргизстана, Казахстана, русских, украинцев и представителей других национальностей. Не щадя жизни, сражались советские люди различных национальностей в Великой Отечественной войне, отстаивая свою свободу и независимость. Слышно меня, коллеги? Да, слышно, отлично, слышно. Да, не щадя жизни, сражались люди различных национальностей в Великой Отечественной войне. Свыше 300 тысяч воинов-киргизстанцев воевало за родину в составе многонациональной Красной Армии. Свыше 10 тысяч были награждены орденами, медалями за воинскую доблесть. 76 киргизстанцев удостоены звания Героя Советского Союза. Также хотелось бы вспомнить и уделить внимание, что не менее значимым являлся вклад тыла в общую победу в Великой Отечественной войне. Так, с началом войны Киргизстан оказался в едином боевом строю народов СССР, и многие предприятия республики были переведены на производство оборонной продукции. Резко увеличилась добыча, переработка свинца, сурымы, ртути, и всего, что сопутствовало нашей победе. Уважаемые коллеги, друзья, Великая Отечественная война показала, что наш многонациональный народ в час смертельной опасности способен был мобилизоваться, сплотиться и встать на защиту своей Родины. Все отдавали свои силы на борьбу с врагом, и те, кто воевал на фронте, и те, кто работал в тылу. Только благодаря подвигам миллионов людей нынешнее поколение имеет право на свободную жизнь. Нам в настоящее время всем нужно совместно сохранить наше общее духовное, историческое богатство, рассказывать молодежи о нашем великом прошлом, на примерах героев Великой Отечественной войны, наших героев различных национальностей, которые все вместе противостояли единому врагу. И важно, чтобы нравственный опыт военных лет становился неотъемлемой частью духовного мира сегодняшнего и сегодняшних будущих поколений. Ну и удачи, продуктивной работы в нашем вебинаре. Здоровья вам всем. Удачи. Сергей Александрович, большое спасибо. А теперь разрешите предоставить слово президенту Кыргызской академии образования Токтомаметову Алмазбек Татхабековичу. Добрый день, уважаемые коллеги. Позвольте всех поздравить с наступающим праздником. Для нас это очень большой праздник. Мы выросли на фоне данного праздника. И выразить благодарность организаторам. До этого было отмечено, что мы должны сохранить
наоборот, умножит вот это единство, дух единства, дух поддержки, а также вот этот богатый духовный мир. Я думаю, что мы должны не прекращать, а наоборот удвоить, троить и дальше продолжать. И я благодарен, кто организовал этот вебинар, конкретно Улан Асамбекович и господин Павленко, Мурат Халматович. Знаете, я вспомнил сейчас слова Черчилль. Он говорит, что каждый кризис – это новые возможности. То есть этот карантин, наоборот, с другой стороны, нас заставит найти другие пути, разные пути сотрудничества, то есть для развития. Этот вебинар, вообще цифровые средства, которые нас сближают, то есть нам дает хорошую возможность, что сидя в Бишкеке и в России, то есть общаться, поделиться своими мыслями, своими идеями на будущее. Поэтому я надеюсь, что это не первый, не последний наш вебинар. В дальнейшем мы будем использовать эту хорошую возможность. И еще желаю, чтобы этот вебинар не заканчивался 9 мая. То есть мы эту традицию продолжали независимо от даты, то есть дальше оказали поддержку всем участникам, организаторам желаю успехов, и в дальнейшем мы будем организовать и другие вебинары, и надеюсь, что будет у нас больше людей подтягиваться, у нас больше людей будут высказать свои мнения. Удачи всем. Спасибо. Спасибо большое, Алмаз Доклабекович. Уважаемые наши зрители, уважаемые наши коллеги, хотелось бы отметить, что все свои комментарии и вопросы вы можете оставлять в разделе «Комментарии» в YouTube, и наши участники постараются ответить на все задаваемые вами вопросы. А теперь для презентации разрешите дать слово представителю Кыргызстана Иманкулову Муратбеку Халматовичу, историку, заведующему лабораторией проблем социально-гуманитарной образовательной области Кыргызской академии образования. Мурат Халматович, вам слово. Здравствуйте. Сейчас. Мурат Халматович, share screen делаете? Share Да. screen? Ага. Вот уже видно, да? Нет, пока еще не видно. Сейчас еще не видно. Share screen, потом на экране и снова share. Еще делал, но пока... Сейчас share screen, потом окно открывается, в нем... Подключился. Ага. Теперь... Есть, да? Уже видно, да? Нет, еще не видно. Пока мы видим только вас в пилотке. Вот. Так, осталось совсем немного подождать нам. Все, извините, оказывается. Видно, да? Да. Все, теперь нажмите на F5, пожалуйста. Все, да? Угу. Начать? И на F5 нажмите и начинайте. Ага. Вот я эмблему, по празднику официальной эмблемы использовал. И сегодня я назвал свою тему «Подвиг 28 панфиловцев. Покушение на память». То есть, как сказано, участие наших граждан Кыргызстана очень много написано, и поэтому я хотел остановиться те моменты, которые вот именно о 28 панфиловцах. Вот панфиловская дивизия, которая особо можно отметить, что в истории
советских вооруженных сил только 2 дивизии была названа в честь его командира. Первый это Чапаевской гражданской войне, а второй 8-й гражданской Великой Отечественной войне на имя Панфилова. То есть во время Великой Отечественной войны это единственный случай такого переименования. И 28 панфиловцев продержались именно 16 ноября до обеда. После обеда уже 316-я дивизия вступила в бой танковой группой Гепнера на 3-й линии обороны. Враг был встречен и в упорном бою, и был остановлен. И неважно, то есть там идет сколько танков подбито, и споры там 15, 18, там еще другие, но неважно, сколько танков подбили, в неравном бою они выручали дивизию, Москву, Родину, то есть они выполнили свою миссию. И поэтому сегодня именно после войны, после 90-х годов возникает такое, что вот некоторые люди именно хотят переписать, и поэтому фальсификация идет, и они опираются на другие документы, что не было подвиг 28 панфиловцев, не только 28 героев, но и вообще 316-я дивизия не показал свой героизм, отвагу, а Москву защитили москвичи, и другой это сибирские и дальневосточные дивизии, то есть существенную роль не играл, говорит. Но есть статья, которую вот я сегодня привожу, это вот статья «Фальшивое дело», которой вообще не было, я некоторые отрывки хотел привести, это вот фальсификаторы распространяют 2 фальшивки, да, первое это они опираются на доклад Афанасьева, но в этом докладе не указано кого направлено. И второй сокращенная копия доклада неизвестно от кого, то есть автора неизвестно, но на имя Жданова. Именно сегодня использует вот этот доклад, который вот и вот этот доклад 90-е годы опубликовал тогдашний директор Государственного архива Российской Федерации Мироненко. И там именно опираясь на этот доклад, доказывают, что не было 28 панфиловцев и никакого подвига там не было. Это выдумка тогдашних журналистов, сказали. Но вот там, кстати, говорится, что вот подлинность этих документов авторства Афанасьева, Сафонова вызывает сомнения, говорит, потому что документ не соответствует по правилам делопроизводства, не соответствует рангу, потому что там нет подписи. Если действительно был такой именно расследование об участии 28 героев-панфиловцев, должна была следственная комиссия, такой комиссии нету, и от имени одного нескольких человек там идет справка, поэтому это не соответствует. И то, что вот главное, вторая ложь, это военная прокуратура провел прокурорскую проверку подвиг 28 панфиловцев и пришла к выводу, что не было никакого подвига, всю историю выдумали журналисты. Но в 1948 году главная военная прокуратура курировала расследование дела Добробабина, то есть не 20 панфиловцев, а один из них, который попал в плен немцам и служил полицейским. В связи с тем обвиняемый в числе 20 вот, принимал участие в Дубосекова. Третье, что вот, военная прокуратура 1988 года тоже расследовала 28 панфиловцев и дала заключение, что не было подвига, то есть это генеральный прокурор тогдашний Катусева идет речь. Но главная прокуратура расследовали дело Добробабина на предмет реабилитации. То есть Добробабин обращается в прокуратуру, что его реабилитировали, но реабилитации были отказаны. То есть, используя вот этот момент, они хотели опровергнуть, что 28 героев не было.
И то, что могла ли, вот вопрос ставить, могла ли военная прокуратура официально обеспокоиться существованием 28 панфиловцев и инициировать расследование? Нет, не могла, потому что ее в компетенцию не входит. А возбудит уголовное дело, вот именно Добробабина, они именно таких преступников или попавшие, служившие немцам, они не только не могли, но и обязаны были. То есть они именно открыли дело против именно Добропабина, а не 28 панфиловцев. Поэтому там приходит, и я тоже поддерживаю, что никакого дела о 28 панфиловцах никогда не существовало, не было в природе ни в 47-м, 48-м и 88-89 годы. То есть это все было фальшивкой. Поэтому наша задача, именно молодое поколение, именно интернет читает, именно такие информации, и некоторые приходят к выводу, что никогда это не делал, и у нас же, поэтому вот это необходимо, думаю, прекратить, и российская сторона, и кыргызская сторона совместно должны опровергать это вот это все. Я все, то, что я хотел сказать, все остальные другие моменты, наверное, мы будем в процессе работы останавливаться и высказывать свое собственное мнение. Спасибо. Уважаемые коллеги, слышно, нет? Можете, Мурат Арай, слышно, нет? Да, слышно, нормально. У меня куда-то пропал звук, и я ничего не слышу. Поэтому я уже наугад, наверное, буду передавать слово Рузакову Андрею Геннадьевичу, директору Центра европейско-азиатских исследований, старшему преподавателю Уральского федерального университета имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. И его доклад будет на тему «Историческая политика и историческая память». Пожалуйста, Андрей Геннадьевич, вам слово. Да, добрый день, уважаемые коллеги. Меня слышно или нет? Да, если кто-то даст мне какую-то ремарку, я буду благодарен. Слышно. Слышно, да? Прекрасно, это очень хорошо, что меня слышно. Я, кстати, слышал всех коллег, видимо, там есть проблемы где-то на интернет-соединениях. Вот. Ну, для начала я хотел также поблагодарить организаторов. Очень почетно, что это наш вебинар сегодняшний, наш разговор, проходящий вот в необычных условиях коронавируса, да, но, тем не менее, разговор идет между Бишкеком и Екатеринбургом. Я хочу сказать, что Екатеринбург во многом обязан своим развитием, как это можно сказать, в Великой Отечественной войне. Так случилось, что он родился как такой большой российский мегаполис в ходе Великой Отечественной войны, потому что именно сюда было перевезено огромное количество заводов в первые годы начала Великой Отечественной войны со всех сторон тогдашнего Советского Союза. Да, и Украина, Белоруссия, Прибалтика, Петербург, Ленинград, да, тогдашний, чуть не сказал слово Петербург, Москва и много других заводов сюда было эвакуировано. Численность жителей Екатеринбурга, тогдашнего Свердловска, сразу же увеличилось в 3 раза, да, то есть, и, в общем-то, на самом деле, в ближайшие месяцы, уже к декабрю 1941 года, большинство уральских заводов стали выдавать оборонную продукцию. Именно здесь, в Екатеринбурге, стали, да, то есть, выпускать знаменитые танки Т-34 на 2 заводах, в Нижнетагильском Уралвагонзаводе и Уралмаше, вот, то есть, стрелковое оружие и так далее, и так далее. Если Кыргызстан был больше своей частью поставщиком продовольствия для армии, для населения Советского Союза, то именно здесь было то промышленное сердце воюющей страны, которая воевала за победу. Поэтому, конечно, Екатеринбург с тех пор остался вот таким городом, потому что после войны здесь осталось все эти заводы. Вот, и вот такое смешение культур людей, приехавших со всех уголков Советского Союза тогда, да, дало толчок вот развитию его как интеллектуальному центру. Немногие, может быть, знают, что именно в Екатеринбурге вещал отсюда наш известный советский диктор Левитан. Да, он здесь в центре города, у него была квартира, которая охранялась НКВД от Советского информбюро. То есть, все почему-то думали, что он вещает из Москвы. На самом деле местом нахождения его был тогдашний Свердловск. Все годы войны от советского сводки, Советского информбюро звучали именно отсюда.
да, и дали там свое, потом на базе Советского информбюро возникло агентство печати новости советское и так далее. То есть сюда был перевезен Эрмитаж и театры в большинстве своем Москвы и Ленинграда. То есть город, в общем-то, на самом деле как вот стал такой смесью, да, вот жителей с разных сторон нашего Советского Союза, да, и так далее. То есть он сформировал ту атмосферу, в которой мы живем. Я хочу сказать, что вот со своими студентами мы часто, да, в канун Великого Дня Победы обсуждаем, наверное, может быть, такой из таких близких к нашим всем семьям, это наших прадедов, дедов и так далее, потому что возраст студентов уже позволяет говорить о том, что это были даже не деды, а прадеды, у них участниками, ветеранами Великой Отечественной войны. Я думаю, что один из самых таких педагогических приемов, тогда, когда мы собираемся, и, в общем-то, каждый из нас вспоминает личные истории вот из Великой Отечественной войны, потому что сам я на самом деле являюсь потомком эвакуированных людей. У меня был дед военным летчиком, он прошел всю Великую Отечественную войну, к счастью, остался жив. Вот. А моя бабушка, когда уже фашисты занимали город Ржев, и где располагалась эскадрилья, где служил мой дед, как бы, да, эскадрилья перебазировалась, а всех, вот мою бабушку с двумя дочерьми, я сейчас вспоминаю, уже став родителем, я понимаю, какой это был колоссальный труд и подвиг, наверное, правильно сказать, да, когда уже фашисты занимали город Ржев, и моя вот бабушка с двумя дочерьми, одной, которая исполнилась 6 месяцев, другой, которая является моей матерью, она до сих пор жива, к счастью, ей 82 года, да, и на руках 2 месяца они ехали до тогдашнего города Свердловска, потому что все из центральных районов эвакуировали сюда, и потом уже по прибытии эти эшелоны с эвакуированными расселяли по всей территории Свердловской области. Вот, и, конечно, эти воспоминания до сих пор живы. Мы, когда на семейных встречах, и я общаюсь со студентами, каждый вспоминает свою историю, потому что она действительно, она трагична, она великая, да, вот то, что нам пришлось пережить, как бы, вот в рамках тех событий. Ну, наверное, уже не столько нам, конечно, да, нам в качестве воспоминаний, нам было как бы жутко слышать рассказы родителей, потому что по ходу движения поезда, да, моя бабушка с двумя его дочерьми, с моей матерью несколько раз подвергалась атакам немецкой авиации, и они выскакивали из поездов, и понятно, что после этих атак не все вставали, то есть часть людей погибала под немецкими бомбами. Вот, и такие истории есть у каждого из нас, да, у сегодняшних 20-летних студентов это прадеды и прабабушки, многие из которых были ветеранами, тружениками тыла, это действительно был подвиг, потому что тогда, когда не было взрослых мужчин, на работе Свердловских предприятий Свердловской области были подростки, начиная от 12 лет, и рабочий день длился тоже 12 часов. Да, это были без выходных, надо было срочно снаряды, то есть делать, орудия делать, снабжать советскую армию, которая воевала вот тогда, уже к концу 1941 года на подступах к Москве. Вот, поэтому я благодарен, что мы с вами общаемся именно с Екатеринбургом. Это, как, наверное, не такой город, который, в общем-то, хранит историческую память о той Великой Отечественной войне. Я на самом деле хочу сказать, что вот я и по образованию журналист, я учился на факультете журналистики, и тогдашний наш преподавательский состав во многом были участники и ветераны Великой Отечественной войны. То есть были военными корреспондентами, офицерами, рядовыми, то есть их было достаточно много, которых большая часть, я думаю, все уже, конечно, так сказать, оставили нас, но они тоже делились своими наблюдениями, и вот это одна из технологий, наверное, которая сейчас есть, передача исторической памяти, первой, которую я хотел отметить, вот, то есть, и, наверное, которую стоит отнести как наиболее, одна из успешных передач исторической памяти, это наш телеканал «Победы», который организовал Первый канал. Я не знаю, как бы он принимается ли он в Киргизии или нет, то есть, но на самом деле я его часто смотрю со своими детьми. И, конечно, там есть наши советские сериалы, такие как «Штирлиц», там, да, «17 мгновений весны», есть современные российские сериалы. Но я бы обратил внимание на тот сериал, который называется «Неизвестная война», был снят еще во времена Советского Союза, ведущий там американский актер Ланкастер, и там он снят полностью Романом Карменом, нашим известным документалистом советским. Те кадры, какие там показывают, на самом деле действительно дают задуматься, потому что мне психологически, или как подбирая слова, психически, не очень легко на них смотреть. Когда я вижу объемные газовые камеры, бесконечные ряды обуви, которые снимались с детей, женщин, стариков, мужчин, и так далее, золотые изделия, мне становится жутко и страшно. И на самом деле еще больше я думаю о той гордости, от чего мы спасли, мы, советские люди, я советскими людьми имею в виду нынешних жителей России, Кыргызстана,
Белоруссии, Украины, да, и так далее. От чего мы спасли Европу и весь мир? Ведь самое главное, что по сути, как бы, да, вот тогда, в те годы казалось, что идеология фашизма, как превосходство одной нации, навсегда ушла из наших, даже из политического мейнстрима. Никогда она не будет воспроизведена. И вот здесь в этом смысле, как бы я хочу сказать, да, я повторюсь, вот я специально смотрю, но мне не всегда это легко, потому что когда я вижу, как делались сумки из человеческой кожи, да, и ими кто-то пользовался, вот, что это действительно страшно, потому что война, конечно, современные российские сериалы, они передают, может быть, так сказать, да, там актеры не те жители Советского Союза, которые были. Поэтому на самом деле, конечно, все это очень страшно смотреть. И вот наполняясь, повторюсь, я был гордостью, что это реальные съемки. Я думаю, что в контексте вот работы с подрастающим поколением, наверное, первый момент, потому что здесь, как я понял, учителя и педагоги, мы должны вот оперировать теми документальными кадрами и теми личными воспоминаниями, потому что история превосходит через наши личные истории, да, потому что не было бы меня, да, если бы моя бабушка не спасла мать, да, мою, да, уезжая вот из захватывающего, когда фашисты наступали на город Ржев. Такого как бы не было. Вот поэтому я благодарен своим потомкам, своим, извиняюсь, предкам за то, что они сделали для меня жизнь, да, в том понимании, которое есть. К сожалению, когда вот мы сейчас, в современное время, возникли те явления, которые были невозможны тогда, когда мы были единой страной. Нам, как политологам, во всяком случае, приходится иметь дело, к сожалению, с возникшим элементом, которого еще не было несколько десятков лет назад. Я повторюсь, что в 1946 году, когда начался Нюрнбергский трибунал, и вот было самое главное, все страны признали его итоги. Все были военные преступники, все были названы и наказаны, да, большая часть из них смертной казнью. Итоги Нюрнбергского трибунала признавались всеми странами мира. Вот. И несколько лет назад, понятное дело, к сожалению, повторюсь, из политических причин для завоевания власти, да, историческая память начала быть предметом политики. Вот, она стала входить как бы, да, в русло, ее пересмотр итогов, вернее, даже я бы сказал, он стал объектом завоевания власти. Невозможно было представить еще даже 10 лет назад, что по улицам Киева, одного из городов, где советские войны отдали колоссальное количество жизней, пройдут лица, сотрудничающие с фашистским режимом, да, или их потомки, которые благодарят их за это. Это невозможно было представить. Это самая главная опасность, которая есть, реинкарнация фашистской идеологии, причем на нашем еще постсоветском пространстве. Да, она становится объектом борьбы. Вы знаете, ну, какого-то определенного, да, продолжения, да, резолюция ЕС о том, что во Второй мировой войне виноват не только Гитлер, да, а частичную вину несет и как бы, да, Сталин с заключением пакта Молотова-Риббентропа. Именно на этом построено школьное образование в Европе на сегодняшний момент. То есть, как бы, фактически, на самом деле, повторюсь, это не соответствует итогам Нюрнбергского трибунала. Мне кажется, в нашей с вами общей позиции, нашей с вами главной задачей должно быть установка четких аксиом и красных линий. Историческая память – это те представления истории, которые не могут быть подвергнуты рассмотрению или переосмыслению. Вы знаете, что сейчас поправок, в общем-то, и гласит о невозможности пересмотра истории. История не может быть объектом политической борьбы. Она передается, она может быть осмысляться, конечно, определенными критериями, но не могут быть пересматриваться основные гуманитарные итоги, да, Второй мировой войны, потому что Нюрнбергский трибунал окончательно и бесповоротно поставил точку. Эта точка против человечества. И мы не можем на сегодняшний момент странно видеть, как бы, да, когда в объектах внутренней борьбы для завоевания мест в парламентах начинается, что у вас в Киргизии в ближайшие, там, я надеюсь, осенью, там, да, возможно, переносом состоятся выборы в Джакарпу-Кинеш. Я надеюсь, что, как бы, да, все политические участники однозначно, участники избирательного процесса, однозначно присоединятся против пересмотра итогов Второй мировой войны и Великой Отечественной войны. И потому что, собственно говоря, она ковалась жителями и Кыргызстана, и России сегодняшней. Это наш долг перед нашими предками, перед нашими дедами и прадедами. Вот, что мне хотелось сказать. На сегодняшний момент, к сожалению, я могу сказать, что сама история стала объектом политики, да.
И в этом смысле, если как в наши советские годы история преподавалась, да, мы это с вами история преподавалась, и по большому счету рассматривался подвиг наших советских людей, то эта история и должна преподаваться в наших школах. Мы не имеем права приступить к пересмотру итогов. Вот, и поэтому самое главное, что это должно быть признано всеми политическим сообществом, историческим сообществом. Я понимаю, что сегодняшние учителя сталкиваются, конечно, с теми людьми, когда с теми детьми, когда Великая Отечественная война все дальше и дальше отходит. И, наверное, им все сложнее и сложнее это делать, доказывать. Да. Современным школьникам не всегда понятен подвиг наших героев, которые своим собственным телом закрывали амбразуру. Да, и это даже не всегда понятно бывает студентам, потому что я им объясняю. И мы на самом деле в наших семинарах задеваем и такие темы. Самопожертвование, ради чего оно было, насколько оно может быть, да, и так далее. Поэтому, конечно, это не всегда легко. Поэтому я преклоняюсь перед трудом школьных учителей, которые действительно пытаются разъяснить нашему подрастающему готовы были идти под пули, готовы были спасать, и причем спасать не только свою собственную страну, а Европу. Я понимаю, что перед этим еще много труда историков, которые действительно будут более, наверное, будут более тщательно проводить исторические исследования о роли жителей Кыргызстана в Великой Отечественной войне и во Второй мировой войне. Но при этом повторюсь, что, на мой взгляд, да, то есть я, конечно, не могу там никоим образом настоятельно говорить, да, но мне кажется, что, учитывая, что я полагаю, что вот эти вот поправки в Конституцию будут объектом рассмотрения и принятия летом, да, я полагаю, что, наверное, в Киргизии, наверное, было бы не очень плохо, если бы были приняты соответствующие законодательные акты, которые бы отрицали саму возможность пересмотра итогов Второй мировой войны. Вот я бы так на этом сказал, потому что, на мой взгляд, конечно, у нас с вами впереди нелегкая задача, будут подрастать новые поколения, наши дети будут передавать нашим внукам уже те факты из истории наших уже дедов и прадедов. И, наверное, самая главная задача для нас с вами, как бы там, для родителей, состоит в том, чтобы мы нашим детям передали то, что подвиг Великой Отечественной войне – это подвиг наш, это подвиг, которым гордится Российская Федерация, Киргизия и все страны нашего постсоветского пространства. И мы, наверное, никому его не отдадим. Спасибо за внимание. Уважаемый Андрей Геннадьевич, большое спасибо за ваше трогательное выступление. Действительно, как вы отметили, любая война, она трагична, и нам не хотелось бы ее повторения. И все согласны с вами, что нам действительно важно знать и помнить, от чего наши деды спасали наш мир. И вот среди нас здесь Общественный фонд «Единство», представители Общественного фонда «Единство», сотрудники Кыргызской академии образования, плюс наши учителя, преподаватели. И те ваши рекомендации, которые вы озвучили, они, мне кажется, найдут свое продолжение и воплощение в жизнь. Ну и разрешите теперь следующее слово. Спасибо большое, Андрей Геннадьевич, я вас выключаю с экрана. Следующее слово передать Шестакову Игорю Альбертовичу, политологу, сопредседателю клуба региональных экспертов Кыргызстана «Пикир». Добрый вечер, добрый день, добрый вечер, уважаемые, уважаемые коллеги. Меня слышно? Я надеюсь, да, вас слышно, отлично. Спасибо, вам слово. Хорошо, спасибо. Я еще раз хочу поздравить всех с наступающим Днем Великой Победы. Очень было прекрасное выступление Андрея Геннадьевича. Он очень объемно и глобально подошел к этой теме. И я думаю, что необходимо добавить то, что мы едины. Победа была единой. И вот у Андрея Геннадьевича очень вот в его выступлении он возвращался к той мысли, что у нас эту победу пытается забрать и пытается ее переписать. Действительно, спекуляции вокруг Великой Отечественной войны, Второй мировой войны, как называют ее на Западе, она идет уже очень давно. И надо отметить, что, допустим, тот же западный кинематограф 60-х, 70-х годов
не был уж так сильно полон большим количеством фильмов о Второй мировой войне, как принято называть это на Западе. Действительно, был фильм «Неизвестная война». Это был такой этапный фильм, созданный советскими и американскими документалистами в первую очередь. Но потом, в общем-то, больших работ не было. И вот с 2000-х годов Америка, она очень много стала уделять внимания именно этой теме войны, Второму фронту. Надо отметить, что как раз вот в эти годы, когда шло становление независимых государств бывшего Советского Союза, военная тема на какой-то момент стала уходить на второй план в кинофильмах, в литературе. И, конечно, вот с этого момента, мне кажется, началась борьба за историческое наследие 1941-1945 годов. И поэтому для Запада было очень важно показать, что именно их солдаты внесли огромный вклад в победу и разгромом фашистских войск. Не случайно в Европе появилась учебная литература, где победа была, в общем-то, давалась трактовка победы, что это именно благодаря Соединенным Штатам в первую очередь была достигнута эта победа. Поэтому, конечно, вот такие искажения, они делались целенаправленно. И вот буквально готовясь к этому эфиру, мне попалась информация, что в Соединенных Штатах Америки вышла юбилейная монета 75-летию Победы, где были указаны страны-победители. Это Соединенные Штаты, это Великобритания, там оказалась Франция, которую, как известно, немецкие войска захватили за 1 неделю фактически. Но там не было СССР. И мне кажется, вот задача сегодня, прежде всего, представителей экспертного сообщества, представителей образовательных систем, школ, вузов, именно донести правду до нового поколения 2000-х годов, на самом деле, что происходило на полях сражений. Конечно, очень важна семейная память, поскольку история Победы, ее невозможно переписать, потому что для и кыргызстанцев, и россиян эти учебники истории, это вот фотографии в альбомах, это сохраненные письма их прадедов, бабушек, которые воевали и которые писали. Невозможно переписать историю какой-либо семьи. Но между тем в глобальных проектах эти попытки предпринимаются. А сегодня вот был очень прекрасный доклад у Мурата Иманалиева, посвященный 28 панфиловцам. Действительно, вклад этих героев очень большой был в оборону Москвы. Вот так сложилась моя жизнь, что мальчишка, я жил в Новосибирске, и каждое 9 мая у нас были встречи в школе, организаторы организовывали вот именно с теми, кто непосредственно принимал участие в битвах за Москву. И вот дальше, уже продолжая жить и работать в Кыргызстане, я снова как бы столкнулся с темой панфиловцев. И вот она получается одна страна, которая была и которая выиграла эту войну. И куда бы мы ни переезжали, мы все равно возвращаемся к этой теме. И памятник Панфилову стоит в центре Бишкека, и памятник сибирякам-гвардейцам, которые воевали в составе Панфиловской дивизии, установлен в одном из крупнейших районов города Новосибирск. Поэтому вот это наша общность, вот это наше общее единство, я думаю, это и есть, наверное, фундамент и гарантии того, что невозможно будет переписать историю, несмотря на все предпринимаемые попытки. Вот буквально несколько дней назад я увидел дискуссию в популярной социальной сети Facebook на тему, как называть в школах войну. Либо правильно Великую Отечественную войну, либо Вторую мировую войну. Казалось бы, ну где тут, кто как считает нужным, тот и называет по большому счету, да. Все зависит от педагога. Но из этого была сделана большая политическая дискуссия именно с точки зрения критики Великой Отечественной войны, что такого названия как бы для Кыргызстана чуть ли не стали доказывать там отдельные
пользователи соцсетей, что это чуть ли не чужеродное, это все привнесено, так сказать, Советским Союзом, Россией. И вот эти все дискуссии, все эти информационные вбросы, они показывают, что расслабляться нам очень рано. Несколько лет назад я проводил круглый стол на тему как раз Великой Отечественной войны. Наш клуб «Пикир», он ежегодно проводит эти мероприятия. И тогда мы отмечали, что 2 часа в школах, я не знаю, может быть, сейчас и ситуация изменилась, но 2 часа всего лишь в школах уделяется теме Великой Отечественной войны. И, конечно, что можно за 2 часа узнать? Ну, фактически ничего, да, кроме названия, кроме каких-то, так сказать, ключевых битв. Поэтому, конечно, мне кажется, школьная программа, от нее очень многое зависит. Уважаемые коллеги, у Игоря Альбертовича, по-моему, с интернетом проблема, он вырубился. Сейчас буквально минут, наверное, подождем, да? Если он снова подключится. Сейчас. Ну, к сожалению, при дистанционных вебинарах такие вещи случаются часто. Так, ну давайте. Отсчет пошел, да? Так, в ближайшее время, я не знаю, мы дождемся его или нет. Поэтому как вы предлагаете? Мурат Халматович, как вы считаете, передать слово следующему, да, докладчику? Наверное, следующим, потом, если появится, будет продолжать потом. Все хорошо. Тогда, уважаемые наши участники, передаю слово Старостину Алексею Николаевичу, вице-президенту Уральской ассоциации Центр этноконфессиональных исследований, профилактики экстремизма и противодействия идеологии терроризма, доценту кафедры теологии Уральского государственного университета, Горного университета, кандидату исторических наук, и его доклад на тему «Работа трудоармейцев из Средней Азии на заводах Урала в годы Великой Отечественной войны». Да. Алексей Николаевич, вам слово. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Поздравляю всех с наступающим праздником Великой Победы, с ее 75-летием. Это та дата, тот праздник, который объединяет все наши народы, практически все постсоветское пространство, та часть нашей истории, которая делает нас действительно неким единым сообществом. И пока мы про это помним, так и будет. Я хотел бы, поскольку у нас в сегодняшних темах заявлена жизнь тыла в годы войны, я бы хотел рассказать об одном эпизоде, который связывает Свердловск и республики Центральной Азии, в том числе Кыргызстан, с нашим регионом. Это о работе трудармейцев в годы Великой Отечественной войны, трудармейцев из Средней Азии. Если можно, коллеги, включите презентацию, чтобы можно было зрителям ее тоже увидеть, если есть такая техническая возможность. Все хорошо, сейчас включаю. Да. Как тысячи жителей Средней Азии оказались в Свердловске, в Челябинске, в Магнитогорске, в Оренбурге в годы войны? История эта очень интересная, достаточно печальная, трагичная, но в то же время героическая. Дело в том, что на Урале произошла очень интересная миграционная особенность. Когда началась война, огромное количество мужчин призвали на фронт. В то же время в наши регионы было эвакуировано огромное количество предприятий из центральной части Советского Союза и западных республик, которые были оккупированы немецко-фашистскими захватчиками. И, соответственно, эти заводы прибывали сюда и разворачивались буквально в чистом поле,
зимой и сразу начинали выдавать продукцию на фронт. А поскольку мужчины уходили на войну, работать на этих заводах было некому, а масса работы была не только, скажем так, которые выполняли квалифицированные рабочие, но еще необходимо было выполнять большое количество технической работы. И где было взять эту рабочую силу? Распоряжением, приказом Государственного комитета обороны осенью 1941 года республики получили право перебрасывать рабочую силу с одних предприятий на другие, даже с одного региона на другой. И поэтому тех людей, которые были признаны годными по состоянию здоровья для работы, начинают мобилизовывать в трудовые армии. И сотни тысяч, вернее, десятки тысяч людей, в том числе из республик Центральной Азии, были мобилизованы вот в такие трудовые армии. И они перебрасывались в регионы Урала, Сибири для работы на этих эвакуированных предприятиях. Если вы посмотрите следующий слайд, то там следующий слайд нашей презентации, то там на примере Узбекистана приведены цифры, что это 155 тысяч человек за 41-43 годы. Начали они прибывать в 1941 году осенью и закончили прибывать в 1943 году. И представлены цифры, что работали порядка 32 тысяч человек в регионах Уральского экономического района. Они работали на таких знаменитых предприятиях, как Нижнетагильский металлургический комбинат. Они работали на Магнитогорском металлургическом комбинате, на Уралмашзаводе и других знаменитых предприятиях. Работа их была организована очень тяжело. На следующем слайде это видно. Слайд называется «Лишение». Если можно, переключите. То есть особенность какая была? Их мобилизовывали поздней осенью и сказали, что по приезду в регионы вы получите теплую одежду, обувь, будете обеспечены продуктами питания. А когда они в эшелонах приехали в Свердловск, в Челябинск, то, естественно, никакой одежды они не получили. Они приехали вот в этих национальных стеганых халатах, тюбетейках, а здесь уже стояли морозы минус 20, минус 25 градусов. Размещали их в бараках, и очень долго проходил момент, связанный с обеспечением их необходимой одеждой, необходимыми предметами для того, чтобы им было тепло. Еще на следующем слайде виден памятник. Посмотрите, пожалуйста. На следующем слайде виден памятник, который по инициативе одного из краеведов был установлен в городе Невьянске, на заводах которого также работали трудармейцы. Это, пожалуй, единственный монумент на территории Свердловской области и вообще России, я других не знаю, который бы рассказывал вот о подвиге трудармейцев, которые работали, трудармейцев из Таджикистана, Киргизии и Узбекистана, которые работали бы на уральских заводах. Поэтому мы очень гордимся тем, что у нас такой памятник в регионе стоит. На следующем слайде приведены воспоминания очевидцев или историков, которые рассказывают о том, в каких еще бытовых особенностях среднеазиатские рабочие жили и работали на заводах Урала. Прежде всего, они, конечно, использовались на вспомогательных работах. Почему? Потому что это были крестьяне, которые, естественно, заводской техникой не владели. В уральских газетах писали о том, как проходил
проходило включение в трудовые коллективы, в трудовую деятельность этих работников. И они говорили, конечно, сначала нам было очень тяжело, но потом нам... Вот воспоминания Пархода Ибрагимова из Кыргызстана. Я испугался, когда первый раз увидел молот. Потом ничего, привык. Хлопсон, наш мастер, показал, как надо смазывать, включать и выключать молот, как надо следить за ним, проверять гайки. Сейчас, когда машиниста нет, я работаю за него. То есть постепенно люди включались. Поначалу они не кушали абсолютно ту еду, которую им предлагали в заводских столовых, потому что она не соответствовала их национальным традициям, ну, читая религиозным, да, потому что эти люди опасались, что там есть свинина, и тем самым они нарушат религиозные запреты. Поэтому многие, к сожалению, из них либо от холода, либо от голода погибали. Но чтобы предотвратить вот эту вот смертность, между нашей областью и республиками Средней Азии были налажены, так сказать, контакты по оказанию шефской помощи. И продукты необходимые, в частности чай, сухофрукты, сушеное мясо, начало прибывать эшелонами из этих республик. То есть они целенаправленно сюда направляли такую еду. Театральные коллективы приезжали для того, чтобы поднимать настроение, дух этих рабочих. Потом многие из них на следующем слайде показано, были разнорабочими, подсобными рабочими, но среди них, да, были передовики производства. Про них писали в уральских газетах. Я в нескольких газетах того периода нашел фотографии и статьи о таких людях. Вот на следующем слайде приведены эти портреты, например, Мардон Назыров, подвозчик баллонов с кислородом, Мамат Иргашев, тоже подвозчик баллонов с кислородом. Они перевыполняли нормы, были стахановцами. Было даже было стахановское движение, да, а среди среднеазиатских рабочих было рахметьевское движение в честь казаха Рахметьева, который на Магнитогорском заводе перевыполнил тоже там план на 300% и объявил социалистическое соревнование своим землякам. Многие включили из них в это рахметьевское движение. В 43-м году, когда быт уже наладился определенным образом, рабочие обучились, включились в процесс, они стали настоящими профессионалами. И когда на фронте наметился определенный перелом после Сталинградской битвы, некоторые из них начали возвращаться домой, то есть постепенно их демобилизовывали. Некоторые остались до конца войны. В частности, 28 мая 1945 года в Свердловске, в нашем театре оперы и балета, состоялось собрание рабочих. Это предпоследний слайд. Состоялось собрание рабочих, передовиков из Средней Азии, и руководители партийных организаций республик Средней Азии приезжали туда, в Свердловск, и вручали им благодарственные письма, грамоты почетные за то, что они были стахановцами на свердловских предприятиях. И завершился вечер этот концертом выступления национальных коллективов из республик Центральной Азии. Какие итоги можно подвести? Сколько рабочих прибыло сюда, сколько из них вернулось домой, сколько из них погибло здесь в ходе лишений, мы достоверно не знаем, потому что эти данные разрознены, часть хранятся данных в республиках, в республиканских архивах, часть в наших, но до всего руки еще не дошли. Одно можно сказать, что это были действительно около 200 тысяч человек. Это очень много. Чего мы достигли этим? Чего правительство советское достигло? Во-первых, оно обеспечило трудовыми ресурсами уральские заводы. Во-вторых, оно подготовило квалифицированных рабочих, которые, вернувшись домой в национальные республики,
стали работать на предприятиях промышленных, которые начали строиться в республиках Средней Азии как раз в послевоенный период. То есть двух зайцев, можно сказать, убили. С одной стороны, помогли промышленности работать хорошо в очень сложное время военное, а во-вторых, подготовили вот в таких условиях специалистов, необходимых для промышленности, которая строилась в Средней Азии. Этот эпизод очень интересен, мало исследован. Я рад, конечно, что появляются с каждым годом какие-то новые публикации на эту тему, но до сих пор, к сожалению, какой-то большой фундаментальной работы, монографии об этом нет. Я бы очень хотел обратиться к коллегам, если есть историки, ученые из Кыргызстана, чтобы они этим вопросом занялись. Возможно, кто-то из рабочих или их потомков еще жив, которые у вас в республике живут. Надо их найти, опросить, потому что тема абсолютно еще, ну, с точки зрения исторической науки не раскрытая, а очень плодотворная с точки зрения исторической памяти того, что связывает наш регион, Уральский регион и Республики Центральной Азии, в том числе Кыргызстан. Спасибо большое, мой доклад окончен. Всех еще раз с праздником, с наступающим Днем Великой Победы. Спасибо большое. Ламбек, слышно меня? Я закончил свой доклад. Уважаемые коллеги, что-то у меня со связью. Я часть доклада услышал, часть доклада у меня не получилось услышать. Сейчас тоже вот что-то, проблемы какие-то. Но, Алексей Николаевич, спасибо большое за очень интересные факты. И я уверен, что наши учителя, наши преподаватели вузов будут применять и использовать данный материал на своих уроках и занятиях. И к тому же я уверен, что наши сотрудники, наши историки, учителя, преподаватели. Алло. Ой-ой-ой. Я извиняюсь, что-то вот связь подводит. А сейчас, уважаемые коллеги, я хотел бы передать слово Наталье Сергеевне Крэк, журналисту, пресс-секретарю клуба региональных экспертов Кыргызстана «Пикир». Пожалуйста, Наталья Сергеевна, вам слово. Уважаемые коллеги, вам слышно? Что-то со звуком у вас, Наталья Сергеевна. Или нормально? Нету. Да, говорят, звука нету. Алло, Наталья Сергеевна, скажите что-нибудь. Нет, не слышно. Не слышно. Голос, там, наверное, звук надо увеличить. Нет, вообще никак. Никак нету. Где у вас может быть? Вот здесь вот внизу мьют написано, включено там у вас? Включено. Так, что с вами будем делать? Сейчас микрофон у вас включен, все нормально. Сейчас, уважаемые коллеги, буквально минутку подождем, минутки две.
А в это время давайте пока послушаем музыку, да? Андрей Геннадьевич, можно напевать пока. Ну, мне прекрасно. Хорошо, да. Смотри, какая музыка будет. Я с удовольствием послушаю. Нет, что-то не получается у вас. А может перезагрузку сделать, если коллега готовилась, то, конечно, хотелось бы ее послушать. Вот, то есть там. Давайте перезагрузите, попробуйте. Мы можем другим. Через определенное время перезагрузите, потом войдете. До этого можно... Может быть, мы Игорь Альбертовичу, может быть, дадим. Ну, Игорь Альбертович, вы готовы сказать пару слов? Просто мигните. С этой программой, к сожалению. Ну, я как бы уже выступал, я просто хотел... Да, на каком-то моменте я прервался, я выступал, потому что у меня тоже есть проблемы с этой программой, не знаю, в первый раз как бы работаю с ней. Поэтому я понял, на каком моменте как бы связь оборвалась. Меня сейчас слышно нормально? Да, нормально. Да, нормально. Я хотел бы добавить, что очень важную сегодня тему затрагивали мои коллеги о том, что действительно мы были одной страной, одним народом в борьбе с фашизмом, в борьбе с фашизмом и достижения великой победы. Эту победу нельзя разделить, нельзя ее разнести по национальным квартирам. И я думаю, что вот это, наверное, один из таких главных итогов поствоенного периода. Поскольку и общий тыл был, и был общий фронт у Кыргызстана и России. Это первое. Второе, хотел бы поддержать Андрея Геннадьевича в том, что он очень четко отметил эту тему в своем выступлении, коллега из Екатеринбурга, что те, кто еще вчера был как бы поддерживал, я имею в виду те, кто во время Великой Отечественной войны поддерживал фашистов из представителей тогда советского народа, да, те, кто был изменником Родины, врагом, по большому счету, он вдруг стал сегодня героем, да, этих людей стали называть героями, стали называть борцами чуть ли не за, ну, скажем так, за национальное освобождение, да, и мы видим это на примере Прибалтики, где проходили марши представителей, тех, кто воевал в тех же эсэсовских войсках. Мы это видим на примере Украины, где тоже начался пересмотр истории. Поэтому я вернусь к этой теме, да, вот к теме образования. Очень многое сегодня будет зависеть именно от педагогов, очень многое будет зависеть от представителей экспертного сообщества, которые будут, ну, педагоги по своей прямой линии, педагоги, историки прежде всего, которые должны объективно оценивать и будут объективно оценивать события войны. И второе, это, конечно, представители экспертного сообщества. В этом плане вот данная дискуссия, мне кажется, она имеет важное значение. И мне кажется, что должно появиться в нашем обществе, на школьном уровне, конечно, нужны темы сочинений о героях Великой Отечественной войны. Это предметы истории, литературы и предметы языковые. И, конечно, должны браться примеры. То есть мы должны взять за пример то, что наши соотечественники, которые воевали на фронтах, они, конечно, безусловно, являются национальными героями. И о них тоже необходимо писать книги, снимать кинофильмы, потому что, к сожалению, вот в 2000-х годах у многих ребят, ну, я могу сказать, там, на примере той же Российской Федерации появились такие фильмы, как «Бригада», когда, по сути дела, бандиты стали национальными героями. Это неправильно.
И вот это все привело к тому, что стали забывать тех, кто действительно заслуживает этого. Спасибо Российской Федерации за то, что открываются памятники, открываются памятные доски в честь кыргызстанцев, которые воевали на полях сражений в России. И вот в этом году, 9 мая, должен был открыться памятник нашим воинам, которые погибли под Оржевом, с участием президента Сооронбая Жээнбекова, который поддержал эту инициативу по открытию этого мемориала. И это мероприятие в связи с тем, что мы действительно оказались в кольце пандемии, оно перенесено на осень, на сентябрь, но оно обязательно состоится. И я думаю, что вот как раз вот такие мероприятия, они в Кыргызстане должны послужить поводом для того, чтобы вот такие темы появлялись прежде всего в школе. Я еще раз хочу сказать спасибо, еще раз хочу поздравить кыргызстанцев, россиян, которые участвуют в нашей программе, с предстоящим праздником Великой Победы. Я думаю, что эти дискуссии будут продолжены и не будут ограничиваться только там предстоящим 9 мая. Это самое главное. Спасибо. Игорь Альбертович, большое спасибо. Так, а теперь разрешите передать слово Наталье Сергеевне. Как у вас со звуком? Нет, что-то никак. Вообще, Мурат Калматович, как будем? Вы сейчас звук выключите. Вот теперь. Я хотел немножко наших, вот после выступления Алексея Николаевича, я хотел добавить, что вот Кыргызстан в 1941 году население Кыргызстана составило 1 миллион 615 тысяч человек. Из них всего мобилизовано 383 тысячи человек, из них 54 тысячи трудармии. И как сказал Алексей Николаевич, у нас есть историк, один доктор наук, его отец был именно трудармии, и об этом он написал. И поэтому можно вот этот раздел трудармецах и в советское время не очень-то исследованная тема, и поэтому думаю, что данный вебинар должно дать толчок именно сотрудничеству между российскими, кыргызскими учеными, исследований этих проблем, потому что очень много таких накопилось именно преподавание истории, потому что очень много новых информаций появляется, поэтому необходимо эти которые открывают архивы других и давать, наверное, такую информацию, думаю. Мурат Калматович, ага. Наталья Сергеевна, ну давайте, третья попытка. И... Нет. Не получается. Уважаемые коллеги, как у вас, слышно, нет? Мурат Калматович, слышно или нет? Не слышно. Вот как вы прерываются ваши слова, где-то там выходит и сразу прерывается. То есть в вашем телефоне, наверное, или компьютере какие-то проблемы есть. То есть с передачей. Уважаемые коллеги, я тогда предлагаю перейти сейчас к вопросам и ответам, а потом в конце или посередине мы снова вас попробуем включить. Хорошо? Еще раз попробуйте. Ага. Значит, до начала нашего вебинара мы, конечно же, нашим будущим слушателям просили выслать вопросы. Вот часть вопросов здесь у нас высветилась в комментариях, часть вопросов были заданы до нашего вебинара. И вот давайте я буду включать. Как мы на них будем отвечать? Если возможно, я вот задаю вопрос, здесь будет высвечиваться этот вопрос. Вы либо киваете, либо правило поднятой руки, да, поднимаете руку, я тогда включаю одного из вас. Итак, первый вопрос у нас: над какими проблемами преподавания истории Великой Отечественной войны должны работать ученые и преподаватели? Кто готов ответить? Так, все зашевелились, но никто руку не поднял. Кого мне вызывать, так сказать?
Так, ну вот у нас Андрей Геннадьевич, так сказать, первый поднял руку. Нет, я хотел помочь коллеге. Я на самом деле, конечно, являюсь политологом и не преподаю историю в контексте того, что использование истории в политических процессах. Но, на мой взгляд, конечно, поколение просто меняется, меняется ощущение действительности и так далее. И современным школьникам не всегда легко понять тех сверстников Великой Отечественной войны, которые жили в другую немного историческую эпоху, не другую, даже не немного, а сильно другую историческую эпоху. И, конечно, в этом смысле я думаю, самый большой вызов, конечно, когда школьники должны осознавать себя вот психологически, ну, скажем так, наравне с теми сверстниками в тот момент, потому что мы ведь, в общем-то, помним все эти истории пионеров-героев, какие нам лично в школьные годы преподавали. И я как бы также в процессе обучения в своей школе обучал их биографии и так далее, и так далее. Вот на самом деле, я думаю, что это разговор идет об общегуманитарных вопросах. Я, откровенно говоря, думаю, что дело даже не только в одной истории. Здесь идет комплекс причин, да, или комплекс предметов, наверное, и история, и литература. Вот, причем литература, которая действительно качественная о Великой Отечественной войне. Поэтому, на мой взгляд, как раз психологическое восприятие, оно вот этого подвига, не статистика, сколько кто кого убил, она, конечно, там, в каких сражениях побеждал, это важно, несомненно, но важно само по себе психологическое ощущение войны и победы, потому что вот через психологию мы можем понять то, что прошли наши предки. Вот на мой, конечно, взгляд. Это не очень легко, да, наверное, действительно, потому что я все-таки, например, общаюсь со студентами, это люди уже старше 20 лет, 23, 24, да, и магистры. Вот, а школьное, конечно, воспитание я могу только оттачивать на своих детях, с которыми я, разумеется, рассказываю свою личную историю своей жизни и стараюсь им показывать те художественные фильмы, которые, на мой взгляд, хорошо передают тот дух, тот дух войны и те настроения людей наших советских, какие были в то время. Это не всегда легко, да, и, честно говоря, я больше своей частью ориентируюсь на ту литературу нашего советского времени. Да, если вот я так ответил. Все. Спасибо большое. И теперь я хотел бы передать слово для ответа над этим же вопросом. Вот у нас Алексей Николаевич тоже поднимал руку. Да. Добрый день. Вы знаете, вопрос с преподаванием истории решается двумя путями. Во-первых, у историков есть такой девиз «священный факт и мнение свободно», но в то же время во многих национальных историографиях, в том числе во французской, там, в российской, уже на сегодняшний день складывается такое мнение у профессионального сообщества, что есть некие темы, да, которые должны трактоваться только однозначно. Во Франции, например, это подвиг Жанны д'Арк. Там иная трактовка ее деятельности, она преследуется по закону. В других странах, ну, у нас тоже защищена Великая Отечественная война и как бы оспаривание роли Советского Союза в годы войны и решения Нюрнбергского трибунала, они защищены законодательно, и те люди, которые пытаются их оспаривать, они преследуются по закону. То есть у нас как бы память, она охраняется законом. Есть также вопрос в том, что у каждой из наших стран подходы к этому различные. Если мы возьмем учебники истории, которые есть в разных республиках Советского Союза, там военный период описывается по-разному. И возможно, что нужно собирать какую-то конференцию, но она должна быть на межгосударственном уровне, в которой необходимо эти вопросы проговаривать, чтобы, если мы хотим сохранить общую память об этой войне, и чтобы эта память была примерно одинакова во всех наших республиках, то и преподаваться должна она примерно одинаково, да, поэтому должны быть наверняка межгосударственные соглашения на эту тему подписаны быть нашими президентами, ратифицированы нашими парламентами и внедрены, соответственно, в школьные учебники. Потому что вы
мы уже говорили о том, что события военного времени пересматриваются, и Игорь Альбертович говорил, и наш коллега из Екатеринбурга тоже об этом говорил. То есть здесь, если мы хотим некое единство в данном вопросе, необходим именно законодательный межгосударственный подход. Если его не будет, то, к сожалению, каждая страна пойдет своим путем, и никакого единства в данном вопросе мы не добьемся. Спасибо. Вот за такую реплику. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, следующий вопрос. Я, наверное, его переадресую Мурату Холматовичу. Значит, такой вопрос. Какой вклад внесли кыргызстанцы в общую победу в Великой Отечественной войне? Мурат Холматович, вам слово. Я об этом немного раньше сказал, что 380 тысяч, то, что вот подвиги некоторых, вот Панфиловской дивизии, кроме Панфиловской дивизии, 385-й стрелковая дивизия, и были танковые колонны, авиаполки и другие части, то есть то, что Кыргызстан как бы маленькой республикой, и поэтому свой достойный вклад это во всех книгах указано, и можно указать вот наших героев, вот 28 панфиловцев и Чолпонбай Төлебедиева, который своим телом закрыл дзот, и в Советском Союзе посчитали где-то 384 человек именно совершали подобный подвиг, из них и другие героев можно сказать. То есть тех, которые вот предали родину, попали в плен, в Кыргызстане среди кыргызов было очень немного, и поэтому такой проблемы, которой у нас преподавания истории нету. И все вклад нашей республики исследовано, и можно найти в учебниках истории, научных исследованиях, и поэтому там и одним словом можно так сказать. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, хотелось бы соблюсти гендерное равенство и все-таки попытаться включить Наталью Сергеевну, да? Тоже бы... Давайте, сейчас я включу, попробую. Ага, Наталья Сергеевна. Теперь, надеюсь, меня слышно? Теперь хорошо, давайте. Теперь слышно, да? Замечательно. Ага. Приветствую всех участников этого замечательного мероприятия. Поздравляю с наступающим праздником. Это на самом деле такой вот, наверное, особенный праздник, который не может никого оставить равнодушным. И 75 лет бывшие советские люди, раньше советские люди его отмечали, вот, наверное, как никакой другой праздник. И, наверное, это не случайно, потому что в каждой, наверное, семье есть герои, есть участники войны, есть ветераны войны, есть труженики тыла. Я, допустим, внучка 2 фронтовиков. У меня и бабушка, и дедушка прошли всю войну. И вот почему я хотела бы сейчас сказать, почему я начала с этого. Потому что моя бабушка, вот, допустим, уходила на войну из Украины. Она уроженка глубинки украинской. И в 1942 году добровольцем она пошла на фронт, зенитчицей. Она участвовала в освобождении Украины. Она дошла до Берлина практически, когда вот оттесняли врага. Она получила ранение на фронте. И когда много лет спустя она смотрела то, что происходило на Украине потом, она плакала, она не могла этого понять, потому что она всегда говорила, мы шли на войну, потому что мы знали, что нужно защищать Родину. И она не могла понять, как на ее родной Украине люди могут приветствовать фашистов. Для нее это, вот правда, это была трагедия до последних ее дней. Что касается вопросов переиначивания истории, вот мне кажется, это вот какая-то идеологическая война, что ли, с нами ведется, потому что память о Великой Отечественной войне, о Великой Победе, это действительно такой фактор, который
сплочает всех людей. Вот пример тому бессмертный полк. В этом полку идут люди совершенно разных национальностей, совершенно разного религии. И всех их объединяет вот нечто такое вот глубокое и ментальное. И, видимо, вот против этого и ведется вот эта вот война нашими внешними врагами. Историю изучать нужно, но нужно изучать те факты, которые, допустим, неизвестны. Вот у нас замечательный историк Сумароков Леонид Иванович буквально несколько лет назад открыл очень интересные факты, которые говорят о том, что вторжение фашистов на территорию Советского Союза планировалось не только с севера, но и с южных рубежей, через Афганистан и Иран. И благодаря совместным усилиям советской и великобританской разведок это вторжение было приостановлено. То есть вот такие вещи нужно изучать, их нужно находить, но заниматься лженаукой и придумывать какие-то факты новые о Великой Отечественной войне не нужно. Спасибо. Спасибо большое, Наталья Сергеевна. Мы не зря вас дождались. Спасибо большое. Спасибо. Так, сейчас у нас дальше очередной вопрос, уважаемые коллеги. Значит, вот здесь смотрите. Какие шаги мы должны делать для популяризации великого общего прошлого наших народов среди детей и молодежи? Ну, давайте опять же правило поднятой руки, да, кто поднимет, того я и включаю. Кто хотел бы ответить, там выручить коллег и так далее. Давайте, кому? Уважаемые коллеги, смелее. Вот. Угу. Сейчас, Игорь Альбертович, вас видим. Пожалуйста, Да, вам слово. Коллеги, слышно, нет? У меня ничего не слышно. Нет. Говорите, говорите, вас слышно. Меня слышно? У меня просто программа выбивает все время на телефоне. Да, слышно, слышно. Я могу говорить, да, я просто не понял. У меня выбила программу, пришлось вернуться назад, значит, в конференцию. Я бы хотел сказать, что вот уже свое озвучивал. Необходимо, чтобы в школьные учебники были прописаны имена героев кыргызстанцев, и это не просто был бы вот как бы тему прошли и забыли. Необходимо встречи с его родными, близкими, с теми, кто воевал, те, кто удостоен высоких наград, чтобы и родственники, близкие встречались со школьниками. Может быть, какие-то тематические часы были посвящены. Опять же, не только в преддверии 9 мая. Вот, к сожалению, мне кажется, одна из проблем нашей памяти о войне, то, что все только закольцовано в рамках майских праздников, и потом на год мы об этом благополучно забываем. Поэтому, на мой взгляд, это тема, к которой надо возвращаться в течение всего учебного года. Потом все-таки необходимо издание, ну, сейчас это можно делать в интернете, необходимо, возможно, создание специального сайта, где на этом сайте, именно сайта Кыргызстана, на кыргызском, на русском языке, чтобы на этом сайте можно было узнавать о том, как
военнослужащие Кыргызстана воевали на фронтах Победы. И этот сайт, чтобы он в обязательном порядке тоже был в числе школьной программы. У меня все, спасибо. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, я вот смотрю, слежу за временем тоже, да, и вот сейчас вопросов, конечно же, очень много. Многие вопросы повторяются, об этом вы уже, ответы на эти вопросы вы уже говорили в своих докладах. Поэтому, уважаемые наши зрители, данные материалы данного вебинара будут размещены на сайтах Академии образования, на электронной библиотеке. И сейчас я хотел бы предоставить свободный микрофон буквально на пару минут каждому. И ну, давайте начнем с кого? Может, как и начинали? Сергей Александрович. Сергей Александрович, с вас начнем. Буквально 2 минутки. Свободный микрофон. Так, Сергей Александрович, небольшие неполадки. Мурат Агай. Ну, Мурат Агай, давайте мы дадим завершение, да? Как Андрей Геннадьевич, пожалуйста, вам слово. Спасибо большое, да, спасибо большое. Я хочу на самом деле сказать, что вот та общая память, это, пожалуй, самое главное достояние, которое нас сегодня объединяет. Я имею в виду жителей Кыргызстана и России. Давайте ее беречь, давайте ее развивать, давайте ее передавать нашим детям и нашим внукам в будущем, да, то есть это вот то достояние, которое у нас, наверное, никто не заберет никогда. Мы должны сейчас на сегодняшний момент, мы должны за это достояние бороться, это, наверное, то, что мы должны с вами понимать. Ну, а школьным учителям и, наверное, нам, всем педагогам, которые работают, в том числе со студентами и со школьниками, да, я, наверное, пожелаю успехов в этом, может быть, не всегда легком на сегодняшний момент занятий, да, они находятся в противоруслах различных информационных потоков, всегда оставаться твердыми, убедительными, да, ну и, разумеется, хочу поздравить всех с Днем Великой Победы, 9 мая. Ага, спасибо большое. Игорь Альбертович, вы хотите еще последние пару слов сказать? Ну, я еще раз хочу, во-первых, поздравить с предстоящим важной и исторической датой 75-летия Победы. И я надеюсь, что вот эта славная традиция таких диалогов, она не закончится только, когда закончится карантин и пандемия. Я думаю, что это очень хорошие вот такие площадки для обмена мнениями по таким темам. Я надеюсь, что наши дискуссии будут продолжаться на эту тему. Спасибо большое. И Кыргызская академия образования всегда готова с вами сотрудничать. Пожалуйста, Алексей Николаевич, вам слово. Преподавание сегодня новых исторических фактов, открытие архивов, создание новых онлайн-архивохранилищ о войне – это то важное дело, которое позволит сегодня бороться с теми угрозами, которые, казалось бы, были побеждены 75 лет назад. То, о чем сегодня мы много говорили, о возрождении идеологии национального превосходства, неполноценности одного народа по отношению к другому, то вроде бы зло, которое мы уже победили, оно снова в том или ином виде возрождается в разных странах. И поэтому чем больше мы будем говорить о войне и о том вкладе, который наши народы внесли в победу над этим врагом, это действительно очень мощный инструмент для того, чтобы бороться с ожившими угрозами сегодняшнего дня, аналогичными. Спасибо большое, Алексей Николаевич. Наталья Сергеевна, вам слово. Вам надо включить микрофон, вы его отключили. Да, ага. Включила. Я еще раз поздравляю всех с этим замечательным праздником и надеюсь, что когда закончится карантин, мы его вот отпразднуем так, как подобает. С парадами, с салютами и с бессмертным полком. Спасибо большое. Мурат Халматович, вам слово. Ага. Я тоже хотел поздравить с праздником Великой Победы и пожелать, что вот именно российских коллег, что это должно только начало нашего диалога, и для того, чтобы преподавание шел на уровне, необходимо предпринять
совместные меры, и поэтому поделиться информациями, потому что многие информации, которые архивные документы, недоступны нашим преподавателям, поэтому вот эту информацию необходимо поделиться и создать сайт. У нас недавно создан Госархив Кыргызской Республики, создал сайт, именно посвященный 75-летию Великой Победы, и поэтому вот эти сайты и информациями, и именно трудами ученых и необходимо обсуждать, потому что после прохождения 75-летия, следующий год уже 80 лет будет именно Московской битве, поэтому, думаю, начало юбилейного события, наверное, будет началом другого события, поэтому желая успеха и желаю дальнейшего сотрудничества. И я думаю, что это в дальнейшем мы будем продолжать и совместно будем работать в этом направлении. Спасибо. Уважаемые наши коллеги, уважаемые наши спикеры, во-первых, хотелось бы поблагодарить вас всех за интересные презентации, доклады. Действительно, велика роль народов наших государств в Великой Победе. Спасибо большое нашим учителям, преподавателям, которые задавали нам вопросы, и за ваши ответы. И, как говорится, ничто не забыто, никто не забыт. Мы, конечно же, помним, чтим и должны быть уверены, что это победа на века. И очень приятно, вот, допустим, сейчас буквально 2 минуты назад вот получил письмо, пишут, через день в России, коллеги пишут, через день в России будет отмечаться День Победы, который является общим для наших стран. Примите искренние поздравления. Поэтому победа наша общая. И всем вам всего самого наилучшего. Спасибо большое. Спасибо большое, коллеги. Спасибо. Спасибо. Спасибо, до свидания. До свидания. До связи. До До связи. связи. До свидания.